В марте 2000 года полковник российских войск товарищ Буданов, напившись до умопомрачения, выкрал 18-летнюю девушку, изнасиловал ее, зверски убил, закопал изуродованный труп, захоронение замаскировал дерном и проутюжил танком. Это событие могло бы не получить широкой огласки, но в это время стартовала избирательная кампания Путина президенты России. Чтобы Кадыров нарисовал нужное количество голосов Путину, Буданова пришлось отдать под суд. На следствии по делу Буданова выплыла такая кровавая грязь, которую сознание рядового обывателя отказывалось воспринимать. Тут же подсуетилась продажная психиатрия, и Буданову подыскали подходящий диагноз, который освобождал бы его от ответственности за зверское преступление. Но если бы Буданов был спрятан в психушку, то следовало бы признать, что в российской армии служат сумасшедшие. И эта идея с треском провалилась. Следствие по делу Буданова затянулось на 3 года. В 2001 году чеченцы потребовали обмена 11 пленных ОМОНовцев на Буданова. Так как Путин меняет наших правозащитников на своих провалившихся шпионов, то эта сделка могла бы состояться. Если бы речь шла о рядовом или младшем офицере, то его упаковали бы в мешок и продали. Но на Буданова уже примеряли штаны с лампасами и совать его в мешок не стали. Всех 11 человек, предназначенных для обмена, чеченцы расстреляли. А вот если бы Буданов был передан маджахедам, то и менты остались бы целы, и, что вполне возможно, остался бы жить и сам Буданов. Посадили бы его чеченца на цепь и водили бы к нему кавказских овчарок на случку. А лет так через 20 Буданов писал бы мемуары под названием «Кавказский пленник». По ходу следствия судмедэкспертиза подтвердила факт извращенного полового насилия над девственницей Кунгаевой. Ее тело было изуродовано так, будто бы эту юную девушку рвал дикий зверь. Если бы российская судебная система подчинялась закону, то Буданова судили бы как маниакального садиста. Но с публичным выявлением в среде высших офицеров такой мерзости, как Буданов, кукловод смириться не смог, и на роль насильника подыскали рядового солдатика. И когда тот, позвякивая 30 серебряниками, оговорил себя, его отпустили домой к маме. А дело Буданова из категории насилия перевели к случайному убийству. Если бы подобное преступление случилось в царской армии, то дело Буданова рассматривал бы суд офицерской чести. Буданову выдали бы пистолет с одним патроном, а если бы тот смолодушничал, его бы вызвали на дуэль и стреляли с ним до тех пор, пока не убили. Но то время, когда в армии служили дворяне, безвозвратно ушло. Золотые погоны господина Оболенского напялил на себя товарищ Шариков. Офицерская честь осталась лишь в произведениях писателей. Но отцу командиров имелась возможность защитить и себя, и поруганную женщину по-рабоче-крестьянски. Для этого они могли бы продать в рабство очередного солдатика, на вырученные деньги закупить побольше самогона и огурцов, порезать Будану хуй на пятаки и сбросить его в ущелье. По пьянему свалился. Но так как этого не произошло, то отсюда следует: нравственность товарищей офицеров упала ниже уровня очка солдатского сортира. Суд приговорил Буданова к 10 годам. Пропаганда с усердием принялась отмывать черную собаку, делая из бывшего полковника героя. Но вешать на уши героизм Буданова можно только нам, забитым и бессловесным рабам, но не зэкам. По ту сторону колючки тоже живут люди, и живут они по законам человеческой чести.
а по этим законам из насильника публично делают педераста. Но сведений о том, что зэки опустили Буданова, не поступало, и я уже начал сомневаться в существовании высшей справедливости. Буданова освободили раньше срока, а на свободе его настигло возмездие. Тут же засуетились нацисты, примеряя труп этого убожества на роль святого распятия. И здесь моя вера заколебалась вновь. Но несколько дней назад мне пришло письмо. Информация о том, что заключенный Буданов подвергался унижениям на зоне, получила свое подтверждение. Судмедэкспертиза показала, что анальное отверстие Буданова сильно расширено, вследствие чего 12-перстная кишка на 8 см выдвинута наружу. Эксперты не исключают, что подрывы слизистой оболочки прямой кишки – результат введения в него половых членов или других тупых твердых предметов. Прочитав это сообщение, я вновь поверил в Бога, сказавшего миру: каждому воздам по делам его. Господь свое существование подтвердил, а его наивысшую волю исполнили господа заключенные. Нашими зэками мы можем гордиться. Ни в одной стране мира нет заключенных с таким высоким